Началось заседание парламента с награждения почетной грамотой за особый вклад в развитие национальной культуры Батала Джапуа, народного художника, кавалера ордена Айзапша второй степени и ордена Леона. Далее перешли к основной повестке заседания. Парламент проголосовал за назначение ряда судей Верховный, Сухумский городской, Гулрыбский районный, арбитражный и военный суды республики. Парламент установил административную ответственность за отсутствие автомобильной страховки у иностранцев. Новые поправки устраняют пробел в законодательстве республики. Ранее в законе была указана обязанность оформления страховки, но не была определена мера ответственности за нарушение. До того, как появилась вообще страховка как таковая, наши граждане в случае попадания в аварию, допустим, с иностранным гражданином, опасались всегда, что он сбежит из Абхазии, избежит ответственности. И поэтому очень часто у нас наши граждане проводили действия, которые, мягко скажем, далеки от законности. Сегодня понятно, что не государство, соответственно, конечно, а эти страховые компании, они страхуют, и, соответственно, нет необходимости у иностранного гражданина покидать Абхазию, потому что ему лично платить денег не придется. Парламент отклонил законопроект об увеличении возрастного ценза для президента и депутатов. Возрастные границы для кандидатов в президенты и в депутаты не изменятся. За проект проголосовали 13 депутатов, 11 против, 4 воздержались. Может быть, мой внутренний голос сегодня за то, чтобы проголосовать за 30, но на протяжении этого времени именно обоснование, чтобы мы шли единым фронтом, сели, обсудили именно Баси Бибзюбху с Арисом Бадзе. И я не хочу принимать участие в этом. Пусть Конституция гласит 25 лет депутаты и 35 президента. Почему так живо не обсуждают вопрос о том, что как мы вообще к выборам подходим, как мы выбираем людей, каким образом, допустим, это происходит, никого это не интересует, но как какой-то сенс парламент обсуждает, это вот конкретно интересует. Поэтому, наверное, лучше было бы обсуждать, каким способом у нас каждый раз из года в год эти выборы проходят, и каким образом выбираем. И вот я прихожу к тому, что, конечно, эти все цензы важны. Я подписал этот проект и согласен с этим концептуально, но хочу сказать, самый главный цензор наш народ. По большому счету, мы какие бы цензы ни делали, возрастной, образовательный и так далее, эти все цензы так или иначе можно обойти. И все равно люди выбирают так или иначе, поэтому, наверное, нужно приходить к тому, чтобы люди, наши граждане, избиратели, они более тщательно подходили к вопросу выбора. Самое главное, что в этом, я считаю, что в этом изменении, в этом законе, это результат положительного тестирования кандидата в депутаты Республики Абхазия на предмет определения владения государственным и русским языком, установленный лингвистической комиссией, образованной Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия. Парламент Абхазии отложил рассмотрение поправок к закону о выборах депутатов и в Уголовный кодекс, касающихся правонарушений в сфере избирательных прав. Далее депутаты приняли в первом чтении законопроект о развитии творческих индустрий в стране. Документ закладывает правовой фундамент для превращения креативного сектора в полноценную часть национальной экономики. Закон впервые вводит в юридическое поле базовые понятия: креативная индустрия, креативный продукт и креативный кластер. На экономическом форуме был заключен меморандум о сотрудничестве с Российской Федерацией в сфере креативной экономики, что послужит нам в дальнейшем тоже продвижению именно в рамках этого законодательства и этого направления. Также социальные и культурные преимущества здесь сохранение и продвижение абхазского культурного наследия, языка и традиций через современные креативные формы: дизайн, музыка, ремесла, гастрономия, медиа, укрепление национальной идентичности и формирование позитивного имиджа Абхазии на международной арене. Депутаты парламента приняли отчет о деятельности Национального банка Абхазии за 2025 год. Документ на заседании сессии представил заместитель председателя Нацбанка Георгий Квиквискири. Уставный капитал у нас составил на 1 января 724 миллиона рублей, а в совокупном валютобалансе по всем организациям 25 миллиардов рублей. Депозиты физических лиц
превысили 3 миллиарда 433 миллиона. Кредитные вложения составили 7 миллиардов 400 миллионов рублей. Что касается финансового результата, то за 2025 год 9 из 14 кредитных организаций у нас получили прибыль на общую сумму 433 миллиона рублей. Убыточные кредитные организации получили убыток в совокупной сумме на 50 миллионов рублей. Прибыль получилась в размере 383 миллионов рублей, что выше показателя за 2024 год на 120 миллионов рублей. Хотелось бы завершить такой на позитивной ноте, потому что Банк Абхазии завершил год у нас тоже с прибылью практически 126 миллионов рублей, из которых 25, свыше 25 миллионов рублей будет перечислено в бюджет республики. Затем парламент Абхазии принял закон, который разрешает переводить жилье в статус нежилых помещений, если это нужно государству или обществу, например, под школы, больницы или госучреждения. Теперь этот процесс станет полностью официальным и прозрачным. Принимать решение о смене статуса жилья сможет исключительно Кабмин. Государство ставит себе их на баланс, и то, когда мы обсуждали здесь на комитете, я ребятам тоже сказал, в силу того, что это очень такой экстренный вопрос, да, потому что это нужно приобрести, я прошу принять в первом, втором, в окончательном чтении, и на следующую сессию я внесу, изменения, что это там будет иметь какой-то временной отрезок. Депутаты утвердили постановление Кабмина о включении объектов недвижимого имущества бывшего добровольного пожарного общества в Сухуме по улице Трапш в перечень объектов, подлежащих приватизации, и внесли изменения в Конституционный закон о правительстве. В законе о Кабинете министров МНС упоминалось как налоговая служба. Теперь в документах официально закреплено название Министерства по налогам и сборам. Гугут Савардания, Шизина Ханагуа, Камила Джопо, Давид Хашик, Абхазское телевидение.